Селям алейкум, дорогие телезрители. В прямом эфире телеканала АТР программы «Крымский вопрос», как всегда, по средам. Сегодня наш гость – это зам главы администрации президента Украины, уроженец города Севастополя Ростислав Павленко. Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте. Я хочу рассказать небольшую предысторию, как мы познакомились с Ростиславом. Это было в тот день, когда на блокаде такой бравый господин Кива во главе с спецназом пошел штурмовать блокаду крымско-татарскую. И тогда спонтанный митинг собрался у администрации президента Украины, где собравшиеся крымские татары, которые здесь, в Киеве, живут, требовали не трогать и отвести, так сказать, это подразделение. Непонятно, кем и зачем туда посланы. И в тот день там было достаточно много, несколько сотен людей. И Ростислав был тем человеком, который вышел к нам, с которым мы поговорили, и с которым мы договорились встретиться и обсудить потом крымско-татарские вопросы. И действительно, встреча такая была. И хотя вы мне сказали, что у вас нет специализации такой по должности, но все-таки Крым, я так понимаю, это ваша тема тоже. Ну, Крым — это сейчас общая тема, и каждый в сфере своей компетенции решает вопросы, которые с ним связаны. Тогда, когда мы говорили, вы сказали, что власть украинская готовит как бы новый пакет политический по Крыму. И вы говорили, что еще рано его обсуждать, поскольку он находится в стадии разработки. Можете ли вы сейчас сказать, какие меры на международном и внутреннем уровне планируется и администрацией президента, ну и как бы вы за всю власть все равно ответите, поскольку вы представитель хунты, как известно из телевизора российского. Так что отвечайте, пожалуйста, за хунту, что вы будете делать на крымском направлении. Есть несколько уровней, как вы правильно сказали, есть внешнеполитический уровень и внутриполитический, экономический, гуманитарный и сразу несколько направлений, которые приходится отрабатывать одновременно, потому что возвращение Крыма — это цель, к которой надо идти, фактически обрабатывая все эти направления. На внешнем фронте, с одной стороны, это использование любой международной площадки и президентом Украины, и Министерством иностранных дел, и, опять же, в правительстве, и каждом из должностных лиц по компетенции. Это поднятие вопроса о Крыме, настояние на том, что Крым должен вернуться под украинскую юрисдикцию, оглашение на тех проблемах, которые существуют на полуострове, прежде всего проблемами с правами человека, с правами крымско-татарского населения, с правами религиозных общин. Вот мы как раз недавно видели, что УПЦ Киевского патриархата подвержена гонениям, не крымским татарам рассказывать о том, какие есть проблемы с религиозными общинами на полуострове. И вот как президент заявил на своей пресс-конференции недавно, отрабатывается широкий международный формат, так называемый Женева плюс, с привлечением возможным стран, которые в свое время подписывали Будапештский меморандум, для того, чтобы находить международные механизмы. Вот с этого места, чтобы... с этого места, пожалуйста, Ростислав, поподробнее. Что такое Минский формат, мы знаем. Что такое формат Женева плюс, это надо разжевать. Как это будет выглядеть на международной арене? Вопрос в том, что Российская Федерация, как известно, отказывается от любых встреч, от обсуждения вопроса о возвращении Крыма. Да. Поэтому вопрос в том, чтобы в международном формате начать это обсуждение и принудить Российскую Федерацию к тому, чтобы этот вопрос обсуждался и отрабатывались все более насущные вопросы, более технические вопросы с этим связаны. Почему Женева плюс? Ну вот именно потому, что к этому формату планируется привлечь, как вот то, что я говорил, государства, которые подписали в время Будапештский меморандум. Это, напомним, кто? Это все ядерные государства, то есть Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, тогда был Китай и Россия. Вот, собственно, и через этот механизм тогда имеет логику включить Российскую Федерацию в обсуждение этого вопроса, потому что давались гарантии, но они были попраны, собственно. И другие государства, которые будут заинтересованы в этом. Ну,
может, очевидное направление, как, например, Турция или другие государства, которые имеют тоже непосредственный интерес к тому, что происходит на полуострове, и заинтересованы, прямо об этом говорят, собственно, во исполнении резолюции Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и, собственно, все государства должны в своих действиях и в заявлениях исходить именно из этого. Но Россия, как понятно, хотя некоторые намеки есть на продвижение в этом направлении, вот была инспекция Совета Европы сейчас, да, то есть все-таки что-то получается, как-то международное давление какое-то получается, хотя эффекта нам никакого нет, но хотя бы то, что они там были, это уже неплохо, да. Но Россия все равно будет отказываться, да, участвовать в этом. Как без России это будет происходить? Это что будет? Координация действий стран в отношении, я не знаю, санкций, чего-то еще. Что будет обсуждаться и на каком уровне? На президентском ли уровне? На уровне глав внешнеполитических ведомств? Или на каком? Как это? Ну, поэтому я занимаюсь столько времени, да, вот вы представляете, сказали, что я сам из Севастополя, поэтому это тоже вопрос, в том числе лично для меня, очень важен, что надо готовить эти вопросы и проводить их сразу по нескольким направлениям. Это и вопросы, что называется, общие, которые касаются международного права, как вот резолюция ООН и прочее. Это вопросы торговых споров и предъявления претензий по нанесенному вреду. Имущественного, по морскому праву, по энергетике, по целому там ряду вопросов. И эти все случаи отрабатываются, соответственно, задействуются международные юридические инстанции, а это вопрос тоже достаточно долгий. Это вопрос координации действительно действий между государствами, да. Есть крымский пакет санкций, который был введен с самого начала и странами Европейского Союза, и Соединенными Штатами, и дальше от поведения России зависит, как будет этот пакет дальше там развиваться, да, пока это слово будем употреблять. И остальные вопросы, которые действительно необходимо координировать. Вот даже вопрос об энергетике коротко сказали. 1 января этого года истек срок контракта о поставках электроэнергии на территории Автономной Республики Крым. Почему нет? Это тот же вопрос. Поскольку Российская Федерация отказывается заключать договор на, в общем-то, условиях, которые соответствуют решению Объединенных Наций о том, что Крым является украинской территорией. То есть на условиях международного права. Так точно. Именно на условиях международного права, подтвержденных, опять же, позицией Объединенных Наций и остальными государствами мира, то контракт не заключен. То есть из-за такой позиции российских властей, к сожалению, страдают те, кто живет в Крыму. Вот возвращаясь к ситуации с энергоделами. В Украине вообще не принято хвалить власть. Это я тут уже заметил. Вот, и говорить какие-то хорошие слова в адрес президента, тем более. Это считается дурным тоном среди журналистов. Но так как я человек, в общем, так еще не совсем украинский журналист, поэтому я прямо об этом написал. О том, что это первая, по сути дела, самостоятельная победа Украины на восточном направлении. Без Запада, я имею в виду. Вот что касается поставить Россию в условия, когда нужно подписывать контракт на условиях международного права, как вы сказали, и руководство России было поставлено в тупик, оно вынуждено было отказаться, отступить, вынуждено было проводить какой-то непонятный референдум, который, конечно, никакого значения не референдум. Это обзвон, опрос. Что-то невероятный нонсенс какой-то. Это явно было суетливое действие. Здесь даже формулировка, вы помните, какие там, да, временные трудности, там что-то такое, да. Вот. И таким образом президент Порошенко, в общем-то, вышел из этой ситуации победителем, на мой взгляд, да. Как бы он показал, что вот есть право международное, и вот есть я лидер страны, который не будет унижаться и не будет подписывать ни на каких других условиях. Да? И это было, если не первое поражение вот, внешнеполитическое Путина и вообще правительства России. Об этом также написала Евгения Мусаева, редактор «Украинской правды». Вот, правда, больше, по-моему, никто особенно не заметил этого. Ну, а ваша оценка какая? Я не прошу вас комплименты шефу делать, но в целом как-то вот результатов блокады с энергетической точки зрения, ну и вообще и со всей точки зрения, и с продовольственной, и с так далее, так далее. Ну, собственно, потому что еще в ноябре, да, президент обратился к правительству о том, что надо решить вопрос на основе украинского законодательства и международных правил о поставках, которые идут в Крым, да, и вот тоже с января этого года правительство ввело порядок, который, в общем, ограничивает поставки в направлении Крыма, и тоже этот вопрос
ставит Россию перед необходимостью принимать решения, признавая международное право, признавая то, что Крым является частью Украины, для того, чтобы восстановить статус-кво. Это тоже одно из направлений, которое задействовано. И надо сказать, что очень много из того, что было сделано за прошлый год, сделало возможным такие решения. Ну, например, за прошлый год можно говорить о том, что достигнута фактическая энергетическая независимость. Потому что раньше в России был целый спектр возможностей шантажа украинского, начиная от газового вопроса, самого такого, да, банального, ну и заканчивая вопросами поставок электроэнергии, угля, энергетических перетоков и прочего. За год фактически были соответствующие изменения, и уголь был в достаточном количестве накоплен, и энергетический рынок Украины был сбалансирован таким образом, что можно было перед Россией очень четко поставить условия, что есть международное право, есть украинское законодательство, извольте исполнять. То есть вы готовились к этому? Ну, каждое действие, оно с необходимостью должно быть подготовлено. Не факт, что прежде чем оно сделано, о нем можно и нужно говорить, но как только страна готова и власти общества, то надлежащие вещи надо делать. Вот смотрите, когда началась блокада, было много там голосов против именно в Украине. Потом, когда значит, была прекращена поставка электроэнергии, я слышал много голосов, которые говорили, все, в Украине будет темно, нет угля, не будет света в 5 областях и так далее, и так далее. Как выяснилось на практике, это ложь. Вы, видимо, знали, что это ложь тоже, да? Вот. Скажите, почему? Откуда, кто эти люди и почему они вот стояли на защите, во-первых, этого закона о свободной экономической зоне, вот этой контрабанды, по сути, которая через Крым вывозилась в Россию, да, и лоббировали энергетические значит, договоренности и поставки электроэнергии и всячески противодействовали прекращению. Кто эти люди, почему так происходит? Есть политические интересы, есть экономические интересы, есть, скажем так, локальные экономические интересы, там связанные, вот коррупционное, правильное слово. Ну, эти интересы просто политические, учитывая демократический строй, то, очевидно, там каждый, кто как понимает, так и будет говорить, но намного более важное есть действие. И когда, например, мы с пониманием отнеслись к позиции крымско-татарского народа, которые еще осенью сказали о том, что для них непонятно, что идет, в общем-то, как вроде ничего и не произошло. Какой-то, да, как будто ничего не случилось. Именно так. И президент тогда тоже заявлял, что и он, и в целом власть с пониманием относится к этой позиции. Власть сделать необходимые шаги для того, чтобы обезопасить от провокаций, от того, чтобы там эти коррумпированные, будем говорить, элементы пытались помешать этому или спровоцировать конфликт какой-то, да, были угрозы или привести к вмешательству российской стороны с Крымского полуострова. Поэтому можно говорить о том, что есть много вещей, которые, несмотря на позицию там, политических сил, экономических или коррупционных интересов, там есть объективное взаимодействие власти и общества, можем говорить о конкретных результатах. И каковы же результаты блокады, вот так вкратце? Ну, это пока только первые результаты, но мы видим, что у вас для есть России... план дальнейший? Ну, было бы странно, если бы его не было. Опять же, некоторые вещи... Ну, вы такие тихушники, Ростислав, вы, так сказать, ничего лишнего не говорите. Ну, знаете, давайте вот таким образом. Есть аспекты, которых там сфера Совета нацбезопасности и обороны, вот вещи, которые касаются там международных аспектов, вещей, связанных с жесткой безопасностью, с hard security. Эти все вещи, наверное, сначала их надо сделать, а потом о них говорить. А есть вещи взаимодействия, гуманитарного взаимодействия, информационного и прочего. Вот вы вспомнили обстоятельства нашей встречи, да? При президенте создан Совет национального единства. И одной из рабочих групп там будет как раз вот группа по... способствованию решения вопросов о реинтеграции Крыма. И Тамила Ташева, и другие эксперты там это вовлечены. И вопрос идет о координации действий власти, общественных организаций разных. Ростислав, я оценил ваше умение заболтать слово «план» конкретное. Да? Вы так ушли не заболтать, это плохое слово, так скажем, окружить его множеством слов других. Но я все-таки задам еще раз вопрос. Какой конкретный план? Без hard security. Вот то, что можно говорить.
То, что можно говорить, это поднимание максимального количества вопросов к России, которое касается как экономических отношений, вопросов реституции, вопросов экономического вреда нанесенного, вопросов прав человека. Как это? Вот практика. Это суды международные. Это суды международные. Это делегации. Вот вы говорили, делегации ПАСЕ. Это поднять этого вопроса, начиная от трибуны Генассамблеи ООН, что уже неоднократно делал и лично президент, и представители украинской власти, и использование любых форумов для того, чтобы крымский вопрос звучал, и звучало как рефрен, что Крым должен вернуться в Украину в полном смысле. И задействование нет. Конкретику, пожалуйста. Смотрите, вот в том-то и дело, что конкретика, она распадается на очень много вроде как мелких и незначимых шагов. На каждый из них, если уж говорить о международном праве, то каждый из них требует очень тщательной подготовки, потому что каждый кейс в международном суде рассматривается достаточно жестко и очень скрупулезно. То есть, потому что черти что туда не принесешь. Черти что туда не принесешь, и, к сожалению, распечатка из интернета воспринята не будет. А противник очень опытен в таких делах, нельзя сбрасывать со счета, и тут уж лучше сначала хорошо подготовиться, а потом сделать шаги. Готовились вы долго, 2 года, Ростислав, готовились. Ну, с другой стороны, не хотелось бы звучать о том, что там попередники, да, но то, в каком состоянии была принята страна, да, начиная от армии и заканчивая вот той же судебной системой, той же там правоохранительной системой, да, очень много приходится вот собирать из существующих элементов. Ну и просто сейчас Украина готова противостоять российской власти на международном уровне. Ну и, как мне кажется, действует. Ну вот, то есть, как бы, вот эта идея блокады, то есть идея такого давления экономического на Россию, она вами воспринята, и вы будете продолжать действовать в том же, в принципе, направлении. Вот вы сказали, дальнейшие шаги после блокады. Есть какие? цель. Возвращение Крыма. Но это есть способы, да. в том числе те, которые делают для России некомфортной удержание Крыма. А вот слово «некомфортный» важно, да? То есть это проблемы с судами, проблемы с имуществом, с репарациями, с какими-то вот с этими вещами. С необходимостью, вот сейчас, там Путин хвалился, что он чуть ли уже не построил энергетический мост, как бы ценой. Кстати, этим словам есть понятно. мост-то, Ростислав? Насколько я знаю. Что там, то, что было, сгорело, то, что есть. Там еще с советских времен известно, да, в общем-то, там достаточно сложная логистика, если это все заводить на Керчь. И если там Советский Союз всеми своими ресурсами не смог ни моста построить, ни, собственно, решить вопрос о снабжении Крым с российской части материка. И, в общем-то, решение Хрущева, оно что же было не так, как говорится в России, для каких-то там... Но оно экономическое было. Абсолютно. Экономическое, хозяйственное решение. Поэтому, используя объективные факторы, можем просто показывать России, что для всех будет лучше, если Крым вернется домой, вернется в Украину, и соответствующая компенсация будет предоставлена. Понятно, что это путь все-таки, это не одномоментно, да? К сожалению, да. Да, но все-таки вот просто видно это, да? Я приехал в Украину в конце июня, и сейчас, да, это разный уровень, конечно, и обсуждений, и действий разный уровень. Если раньше мы сталкивались с тем, что часто чиновники отмахивались, там, и министры там говорили, что вот, не мешайте нам делать бизнес, там, и так далее, то сейчас как бы такого уже нет, и я смотрю, что вообще риторика изменилась, да, в отношении Крыма. То есть Украина так немножко плечи разогнула, поправила пиджак и сказала так, стоп, вот начинаем разговаривать по-другому, потому что это... Потому что мы готовы к разговору. Да, к разговору готовы, это отобранное у нас имущество, это, кроме всего прочего, чисто практические какие-то вещи. Но есть у меня опасения, вот какого плана? Недавно стало известно, что имущество там, друзей Януковича разблокировано на Западе. То есть какие-то кейсы не были предоставлены международной организацией, и тамошние власти и суды не смогли принять решение в отношении этих людей. Очень, что это такое? Очень хороший вопрос. Спасибо за него, потому что очень хорошо показывает, что изменилось. Что отменено было? Решение о санкциях, которые были введены в 2014 году. Когда действительно, значит, на постреволюционном таком подъеме, да, запросили по достаточно сложно доказуемым вещам санкции. И да, используя казуистику, было сказано об отмене. Но те санкции, которые были введены в 2015 году и которые, кстати, действенны до сегодня, они отменены не были. Ну и, в общем так, осторожно говоря, есть все основания надеяться, что санкции против них будут продолжены. То есть получилось, что есть юридический факт, что вот эти санкции в 2014 году, они, значит, как-то постфактум отменены. Какое-то будет практическое значение, достаточно тяжело сказать. Но главное, что санкции действуют, введены в 2015 году.
И мы рассчитываем, что санкции будут продолжены в 2016 году, поскольку вопросы, связанные с превышением полномочий, злоупотреблением властью и прочие вещи, которые доказуемы, под которые есть достаточно жесткая правовая основа, которая Генеральной прокуратурой Украины и правоохранительными органами в целом была предоставлена европейским партнерам, там европейских судов, в общем, двух мнений быть вряд ли может. То есть нас ждут какие-то серии судов? Вполне может быть, это же решение, которое принимают там финансовые органы и прочие Европейского Союза для продления санкций по тем людям, по которым Украина обращается, что вот они коррупционеры, они сбежали из страны, и, соответственно, помогите, значит, их привлечь, сузить их ресурсы, которые они будут использовать для того, чтобы играть против страны и прочее, и прочее. Скажите, как такое может быть, что завод украинского гражданина Фирташа работает на территории подконтрольной России и получает сырье из Украины через российско-украинскую границу, но теперь не из Крыма, там как бы все перекрыли, крымские татары, а с других сторон? Как это все? Нормально? Наверное, вопрос к гражданину Фирташу, он там в Вене сидит, наверное, как-то будет на эти вопросы отвечать, но в Вене... Ну просто сырье же идет через границу, извините, российско-украинскую. Это тоже как бы обход такой государственной политики, например. Не очень понятно. Потом, насколько вы контролируете заходы кораблей, допустим, в Крым иностранных? Насколько вы вообще отслеживаете ситуацию с теми предпринимателями и политиками, которые сейчас прибывают в Крым там, и пытаются какую-то выгоду извлечь, или просто их там, давайте уж по-честному говорить, за деньги туда приглашают, финансирование западной политики и так далее. Насколько это входит в вашу функцию, и как администрация президента Украины оказывает на международное давление вот на этих людей? Это вот как раз вопрос координации действий в международном формате. Это работа и администрации в части международной, и МИДа, когда идет обмен информацией с партнерами, когда идет по дипломатическим каналам реакция. Вот если говорить уже о политиках, да, то французы поехали. И было достаточно жесткое заявление французского МИДа о том, что это не позиция Французской Республики. И в общем-то, в диалоге с французской стороной эта позиция была укреплена, и это прекратилось. Да? Насколько я помню, итальянцы тоже говорили о том, что будет, но, видя такую реакцию, воздержались от поездки. Ну и, соответственно, по другим странам тоже. То есть на это идет реакция либо на упреждение, либо, если уже не очень хотят там послужить Великой России и своей дружбе с ней, то тогда уже идет постфактум реакция, отмежевание стран, говоря о том, что это там позиция каких-то индивидуумов. По экономике, по кораблям и прочее тоже идет обмен информацией. Ну и мы видим, что российское руководство примудрилось поссориться практически со всеми своими соседями. Вы даже не помогали. Мне кажется, никто не помогал даже в этом. И поэтому, скажем так, я думаю, что это уже легче и будет дальше легче по вопросам вот такого практического взаимодействия. А насколько с турецкой стороной взаимодействуете вы сейчас? Достаточно плотно. Такие ответы хорошие. Смотрите, просто, опять же, есть вещи, где... Такое ощущение, что я читал вашу биографию, там нет дипломатической академии, по-моему. Нет. А что же такое дипломат-то? Вот вы так говорите, все, ничего лишнего не понимаете. Смотрите, мы можем судить по результатам. Да. Потому что иногда очень легко говорить красивые вещи и потом не отвечать за их реализацию. Лучше все-таки сказать о том, что есть эффективное партнерство, есть его результат. Я просто, знаете, мне вот как каждому, наверное, крымскому татарину немножко надоела вот эта мантра «Крым – це Украина». Да? Она хорошая, как бы, она такая патриотичная и так далее. Но эти 2 года, 1,5 года, за ней ничего не стояло. Да? И как-то хочется понимать. То есть и любые крымские татары, вот нас смотрят люди в Крыму, да, они живут здесь. Они хотят видеть ясную, открытую политику в отношении Крыма и крымских татар. Она будет более яркой, она будет более открытой. Будут ли какие-то такие шаги, которые будут явно показывать жителям Крыма, что Украина их не забыла? Потому что такое ощущение было точно, Ростислав. Один из шагов, который был недавно сделан, это улучшение механизма. Да? Давайте не буду давать оценок, как это было до этого, но представительство президента в Крыму, которое было там эвакуировано в Херсон, оно там как-то было. Оно никак не было, я ответственно заявляю, оно не действует практически. Да. Теперь там есть новая структура, где аналитика, прогностика и прочее забраны в Киев для лучшего взаимодействия с другими органами власти. В общем-то, это может быть достаточно
эффективным центром, а вопросы, которые кладут с помощью крымским татарам, вообще тем, кто выезжает из Крыма и вот требует вот такие стартап-поддержки и прочего, буду дальше работать в Херсонской области. Опять же, к сожалению, все намного медленнее, чем хотелось бы. Намного медленнее, вот, да. Но иногда, это может, конечно, быть таким, что называется, не в оправдание, а в пояснение, да, кто там, Линкольн, по-моему, говорил, что чтобы срубить дерево, надо 4 часа точить топор и 2 часа рубить. Вот, к сожалению, вот эти вот те 2 года, о которых вы говорили, если не 4 часа, то 3. Приходится, потому что, опять же, если ты приходишь с палкой, то, все-таки надо подготовить эти вещи, опираясь на которые уже можно достигать результата. Вопрос следующий очень важный для крымских татар. Я задам его прямо, без дипломатии. Вот есть Херсонская область, есть юг Херсонской области. Эти места достаточно компактного проживания крымских татар, которые по разным причинам там оказались ранее, когда не пускали в Крым, и люди там оседали. Вы знаете эту историю, да? Не прописывали в Крыму, они там жили. Это Генический район, Новоалексеевка, и так далее. Да? Там есть сообщество, там даже есть региональный меджлис и так далее, и так далее. Теперь там есть блокада. Да? Теперь там планируется создание в рамках Национальной гвардии батальона крымско-татарского, который будет охранять границу. Да? И то есть есть уже какие-то структуры и намерения людей, чтобы их как-то там услышали и формально закрепили их статус. Я говорю о крымско-татарской автономии. Об этом президент говорил не о конкретно вот этих районах, да, но в целом о том, чтобы автономию крымско-татарскую внести в Конституцию Украины, он поручил, я помню, чуть не дословно, разработчикам поправок в Конституцию проработать этот вопрос и решить его на условиях европейских хартий о правах коренных народов и так далее. После этого заявления проходит блокада, проходят вот эти вещи, о которых я говорю, там как бы назревает, и там просят выделить землю люди, чтобы беженцы из Крыма могли там жить, не уезжая далеко от своей родины, и могли потом вернуться быстро. Нужна инфраструктура, нужно все вот это. Ну и вот государственное признание крымско-татарской будущей автономии. На каком этапе находится разработка этих изменений в Конституцию? Что взято за образец там национальной автономии? И будет ли национальная автономия? И как вы к ней сначала относитесь? Вот как вы лично относитесь к созданию крымско-татарской автономии? Прежде всего, это вопрос того, что крымские татары – коренной народ, со всем, что из этого вытекает, со всеми полномочиями там, представительства власти, с вопросами языка, культуры, государственной поддержки. Но это и есть, фактически мы говорим об автономии. В каком-то виде, национально-территориальной автономии. Вы как к ней относитесь? Она должна быть как раз, но это должно быть не лозунг какой-то красивый. Нет, зачем лозунг? А есть абсолютно конкретные вещи, которые касаются представительства во власти, прежде всего, конечно, в местных органах власти. Представительство – это вопросы образования, вопросы культуры, поддержки. Вот эти. Образцы же есть, Ростислав, вы же изучали законодательство западных стран, да? Есть самский парламент в Финляндии, в Норвегии, есть в европейских странах есть территории, да? Там по-разному реализованы права коренного народа, но де-факто это национально-территориальная автономия, где есть либо нарезанные округа так, что выбирается от коренного народа, где компактно проживает большее количество представителей, да? Либо это орган, как там саамский парламент, который избирается только самыми, но без него они вот просто по факту не могут принять никаких решений в отношении территории к проживанию коренного народа. Ну или в наших традициях, скажем так, постсоветского пространства, это национально-территориальная автономия, где как-то можно, согласно европейским хартиям прав коренных народов, вписать туда, в Конституцию, вписать либо меджлис, либо как-то по-другому сделать. Но у вас есть какая-то концепция на эту тему? Почему я начал с вопроса о правах? Да? Есть, очень много говорят о судебной реформе, о децентрализации. Есть третье направление, по которому работает Конституционная комиссия, которая была создана президентом, которую председатель парламента возглавляет. Права человека. И как раз когда они будут готовы с этим, можно будет тогда обсудить, что именно там сказано. Но это сейчас мы говорим о нынешних правах. А нынешних, это мы сейчас говорим о том, что вы спросили, как это разрабатывается, на какой-то стадии. Это разрабатывается в рамках работы над изменениями в Конституцию, вот по этому третьему треку. Вы не заговорите, не вы лично, власть не заговорит этот вопрос? Вопрос о национально-территориальной автономии будет внесен в парламент? Будет ли он внесен как поправка в Конституцию? В каком-то виде будет. В виде согласованного с Меджлисом? Ну, а как иначе?
Значит, ну это очень важное на самом деле заявление, потому что кстати, вот та территория, которая... Но если я не ошибаюсь, кстати, да. По-моему, Мустафа Ага входит в эту комиссию. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, это так. Но и, конечно, нужна поддержка сейчас там, в Геническом районе. Именно поддержка, извините, школы, земли под застройку. Как раз вопрос представительства, потому что это, конечно, это вопрос там и местных властей там, Херсонской области, но как раз вот это в том числе будет вопрос представительства. Местные власти, мы знаем, как работают. Вот поэтому я и говорю о том, что... Все-таки Крым это не вопрос Херсонской области. И если начинать крымстатарскую автономию, можно ее в какой-то ее прообраз сделать там. Я не знаю, может ли такой вариант рассматриваете вы такой вариант или нет? О Крымской, в Херсонской области? Да, на территории Херсонской области и районов, прилегающих к Крыму. Можно ли там обкатать автономию с будущую, как вы считаете? Я думаю, что вот это тоже точно вопрос диалога и с Меджлисом, и с людьми, которые проживают там в Херсонской области. Вы понимаете, что значит с людьми Херсонской области? Есть крымские татары, народ, который сейчас народ-заложник, находится на оккупированной территории. Есть беженцы оттуда. Есть Меджлис, который избран этим народом, да, и есть его представители там. Мое мнение, может быть, вы с ним не согласитесь, что независимо от того, там, как это будет воспринято местным сообществом, но можно реализовать какие-то права коренного народа на этой территории, да, и институализировать что-то, что потом будет применено уже, когда, значит, уже будет на другом уровне крымский вопрос решен. Как вы считаете? Считаю, что вполне можно. Но без президента это не сдвинется никуда. То, что мы знаем украинскую демократию, она прекрасна, без шуток, но она действительно очень медленно продвигается, если нет инициативной группы. Тут либо волонтеры что-то делают, либо должна администрация что-то делать. Ну, и либо администрация и волонтеры. Да, но вот тут как раз тот момент, вот как ситуация с блокадой была. Это же абсолютно волонтерская идея, да, абсолютно не коррупционная, волонтерская, чисто такая патриотическая, ну, идущая от сердца этих людей идея, да, и вы же ее поддержали. Но эти люди от вас не отстанут. Дело в том, что этим людям нужно гораздо больше не в плане преференций для себя, а это в плане будущего Украины. Слушайте, ну если мы уже говорим о демократии, о том, что это государство для людей, а не только для того, чтобы быть на карте, то, конечно, и хорошо пусть не отстанут. Просто это вопрос тогда диалога и общих решений. Но готовы ли вы идти навстречу крымско-татарским активистам? Ну, по-моему, показали, что готовы, и когда мы работаем вместе, то получается результат. Ну, да, но вот сейчас тоже очень медленно проходит такой закон об изменении названий сел, там, да, декоммунизации. Но тоже для меня странно. Вот мне кажется, тоже могла бы администрация на каком-то уровне в качестве инициативы вмешаться. Вот переименовывать 700... Это просто пример прохождения законопроекта. Да, с автономией будет еще труднее, наверное. Значит, 70 сел переименовывают, на названиях которых есть советские символы, там, красно, там, и так далее. Да? Но извините, там весь Крым был крымско-татарский и частично греческие на побережье названия. Да? Вот. Их отменил Сталин указом, по-моему, за один день. Или было два указа, но это, короче, конкретно. Их принял Сталин в рамках уничтожения коренного народа памяти о нем, да, после депортации. Тут, мне кажется, вот как бы сам термин декоммунизация, он включает в себя отмену решений коммунистических лидеров, которые шли на унижение, направлены были на унижение крымско-татарского народа, на стирание истории. Почему только 70 сел? Почему этот законопроект не внесли все населенные пункты, переименованные сталинским указом? Ну, это вопрос, который в компетенции местных властей. Это то, что касается Херсонской области и Верховного Совета, и комитета, который это там рассматривает. Это Крым. Ну, я же говорю, это тогда в контексте Крыма. Этим вопросом я, к сожалению, не занимался в созвонении с Институтом национальной памяти. Я вас попросил. Да. Дело в том, что просто странно. Менять по формальному признаку наличие слова «красный», там, корня в Красноперекопске, да, но при этом оставлять название типа «плодово-ягодный», я не шучу, там такие названия, ну вы же из Крыма. Плодово-ягодное, там, да, и так далее. Но они же были переименованы Сталином. Там есть исторические там, названия, которым там столетия, да. И подавать такой законопроект и не подавать в этом законопроекте перенать все, сейчас-то уже даже так цинично рассуждая, ничего это Украине не стоит. Это будет всего лишь в картах Гугла. Но вы не представляете себе, насколько это важно для крымских татар, и для международного сообщества тоже будет сигнал. И потом, я не могу вам никаких советов давать, я просто журналист, но мне кажется, что тема именно крымско-татарского меньшинства и реализации прав меньшинства, которые сейчас попираются,
эта тема хорошая для международной политики, потому что это гуманитарный вопрос, гуманитарных прав, да. И возвращение Крыма, на мой взгляд, возможно только при одном условии. Если как-то эти права в любом случае крымско-татарского народа на их национальной территориальной автономии будут учтены в Конституции. Я не знаю, согласитесь со мной или нет. Да, несомненно. Ой, очень интересный разговор получился. И все-таки, как крымчанин, вы же родились в Крыму, сколько вы прожили? Ну, недолго. Недолго. Несколько лет. Но у вас есть друзья, знакомые в Крыму? Конечно. Я не призываю вас обращаться лично к друзьям и знакомым, но если у вас есть, как представитель администрации президента этой страны, которая является родиной крымских татар, сказать что-то жителям Крыма, включая ваших личных знакомых, и вообще всех и крымских татар, в первую очередь, как наших телезрителей, то я просил бы вас сказать что-то. Месседж очень простой. Крым есть, был и будет украинским. Мы сделаем все возможное для того, чтобы достичь результата, чтобы Крым вернулся в Украину. Вы слышали, что сказал нам представитель администрации президента Порошенко. Мы, конечно, будем следить за всеми действиями администрации. Мы тоже покоя никому не дадим здесь, но по крайней мере, мы видим здесь людей, которые хотят что-то делать и менять на государственном уровне политику в отношении крымских татар, как внутри страны, так и за рубежом. Сегодня в программе «Крымский вопрос» был замглавы администрации президента Украины Ростислав Павленко, уроженец города Севастополя. И человек, который сказал, что он за крымско-татарскую автономию и за учет всех интересов крымских татар при выработке дальнейшей политики в отношении Крыма властями Украины. Спасибо вам, Ростислав. Спасибо. Спасибо вам, телезрители, за ваше внимание. Встретимся через неделю, в среду, в это же время в программе «Крымский вопрос».